Значит, близкие к сказуемому. Или там группа сказуемого. Да? Это первая группа модальных слов. То есть это слова бар, есть, юг, нет, не ешь, должен, говори, говоря, ладно, легкий, возможно, легкий, возможно. Ихтимал, вероятно. Ихтимал, вероятно. Икян, оказывается. Кияк. Надо, нужно. Значит, это вот как бы группа сказуемого, или близкие к сказуемому. То есть они придают определенный оттенок сказуемому. Есть группа вводных слов, да? Или там близкие к вводным словам. Группа вводных слов. Пахара, то есть, наверное, вероятно, такой вот смысл. Имеш, будто бы, как будто, даже не как будто. Мол, русское слово есть, да? Сказал, мол, ты имеш. Наверное, так. Бывает. Кажется, по-видимому, Бенки. Бенки, наверное, возможно. Ишмасан, хотя бы. Хоть бы, хотя бы. Вот это вот как бы слова, близкие к вводным, да, они передают какие-то оттенки возможности, вероятности. То есть вот это вот все. Возможность, вероятность, возможность, вероятность. Здесь есть как бы группа слов, которые передают оттенки сомнения, шикельные, как будто, подобно, вроде бы, кажется. Кебек, как, словно. Если похоже. Эти слова передают оттенки сомнений. Значит, следующая группа передает оттенки как бы утверждения действительности, действительность чего-то, какой-то вот реальность высказывания.
истинность высказывания. Дюс, правильно. Чем надо? То есть чем это истинность чего-то, чем надо поистине, действительно. Эльбетте. Эльбетте. Конечно. Несомненно. Гигеле. Известно. Конечно, разумеется. Реальность, истинность, сказано. Собственно, такие вот модальные слова. То есть модальные слова моделируют оттенки высказывания в ту или другую сторону. Можно сказать. Дерес баран, можно сказать баран, бельки, наверное, пойду. Можно сказать баран шикельня. Вроде бы пойду, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, в каком случае реальнее употреблять такое междометие, то есть это уже вопрос стилистики языка, это нарабатывается то есть, устной речью с носителем языка и чтением литературы на этом языке. То есть, там каких-то правил нет, там есть стилистическое чувство. Так же, как фонетическое чувство. Человек, который постоянно работает в среде вот этого языка, то есть внутреннюю работу производит, у него появляется то чувство, или другое чувство, то есть чувство стиля. Это же как орфографическое чувство. Вот. Мы с вами вроде бы шикеле записываем конструкции, да, что я должен идти, мало ешь, или там, мне хочется идти, да, бараса или это. Или мы с вами записываем, допустим, имя барасам бар. То есть мне вот по-русски сказать лучше. Мне надо куда-то пойти, да? Вот. Теперь давайте мы с вами поработаем вот с этими модальными словами. Например, мы с вами запишем. У меня есть время. У меня есть время. Как это записать по-татарски? Вообще, чем меньше аудитория по количеству, тем качественнее урок. Поэтому вы должны только радоваться с чисто эгоистических соображений, что у нас осталось так мало. Поэтому если давай. Я просто я не все слова знаю. Но лексически-то мы
бы подсказывать. Начинается, наверное, все с ми, с подлежащим. Значит, вот здесь конструкция употребляется, то есть не с мин, а с минем. Минем. Время по-татарски ванкот пишется. Она тоже приобретает аффикс первого лица. То есть минем, ванкот. Аффикс первого лица это м. Но чтобы его соединить с т, мы вставляем туда вспомогательную гласную. Или и, или е. Здесь по да, синглярный язык, да, поэтому вахатон бар. А вахат здесь ангерструйный? Без ин. Меня вахат бар. Меня вахат бар, можно так сказать? Можно Не сказать. будет ошибки? Можно сказать трояко. То есть можно сказать минем вахатон бар, можно сказать минем вахат бар, можно сказать вахатон бар. Поскольку вот это вот оно дублирует как бы местоимение, да? То есть лицо местоимения дублирует. То есть вот так, и так, и так, и так можно сказать. Сагат это не время? Сагат. Сагат это час. Мы с вами записывали промежутки времени. Ну, если вы скажете, то есть меня сагат бар, это значит, у меня есть час. Да. Он сегодня уедет, наверное. Сегодня буген. Буген от слова буген это день. Буген. Буген. Значит, уехать, уходить это глагол ит, то есть уходить, мы его должны, да, итя, то есть вот, и жму. Какие мы тут? То есть мы говорим наверное, то есть здесь некий оттенок как бы сомнения, да? Он вроде бы. Можно деньги. Можно шикелле, можно кебек. То есть ле здесь уже не используется по стилистике, да? То есть углен не китан, а китэн. То есть когда она образует от повелительного наклонения форму настоящего времени, как бы исходная форма на ум, да, на он. То есть глагол кит, глагол оканчивается на согласную. Если глагол оканчивается на согласную в повелительном наклонении, мы присоединяем а или э. Если глагол оканчивается на гласную, мы эту гласную стираем и присоединяем либо ый, либо и. То есть аша, а убираем, присоединяем ый, аши, то есть он ест. Здесь поэтому кит на согласную оканчивается ките по закону сегодня. Или там бар, бара. И вот от этой исходной формы, то есть кто не владеет, да, разговорным языком, от этой формы, присоединяя аффиксы лица, мы образуем все формы настоящего времени. То есть
Ките это я уезжаю, да, ухожу. Ките сен это ты уходишь, да. Ките это он уходит. Как бы наша изначальная форма, да. Ките дес мы уходим. Ките сез вы уходите. И ките или кителер это они уходят. Мы с вами распределяем глагол. Так, следующее. Вы бывали у нас. Вы бывали у нас. Да, вы у нас были. А как сказать, вы бывали? Да, вот мы здесь, значит, используем вот эту форму, там в косвенном падеже все, то есть не сез, а сезнен. Сезнен. У нас. То есть мы это без, и вы бывали где? То есть безде. То есть место временной падеж. То есть где вы были? Где, в чем, да? То есть безде. Да, булган бар. Как переносится, не переносится, какая есть? То есть, как можно переносить? Ну так, можно переносить. То есть посложный перевод. То есть слог переносится, да? То есть делить слог нельзя. Если слог состоит из одной буквы, то ее тоже переносить